Более чем удовлетворительно. Такую оценку поставили представители Эжвинской администрации в совместной работе с местным Коми-Войтер. Все житейские проблемы района общественники и чиновники решают вместе. Особенно много сделали для развития родного языка. На въезде и выезде установили баннеры на Коми. В районке «Моя Ижва» появилась Коми-страничка, автобус на остановке украсили народными орнаментами и баннерами со стихами коми-поэтов. В честь 175-летия со дня рождения основоположника коми-литературы Ивана Куратова открыли арт-объект «Литературная скамейка», а малыши района изучают коми-язык в так называемой коми-керке. К нам приходят классами. Мы с ними учим коми-язык и культуру в игровой форме, готовим обучающие программы. Дети к нам записываются заранее. Мы их знакомим с бытом коми-человека. У нас есть печка с лежанкой. Мы показываем, в каких костюмах ходили раньше коми, чем они занимались, как пекли хлеб. Только вот табличек с названием учреждения на Коми не хватает. Этот факт активисты приняли к сведению. Работники детских садов посетовали на отсутствие автобуса для экскурсий. Руководитель из-за студии «Артишок» дошкольного учреждения номер 38 Ирина Гладина вспомнила, как раньше с детьми выезжали в Национальную галерею, приобщали малышей к прекрасному. Сегодня приходится искать другие возможности. У меня уже несколько поколений детей выросло на самом деле, выпускников. И вот это как прививка, она на всю жизнь, то есть вот дети интересуются уже будучи взрослыми, и даже вот некоторые вспоминают, что вот с того начался интерес и к истории, и к музеям, к посещениям театров. Ну а кто-то, к сожалению, когда мы об этом рассказываем, вот так и вспоминает только вот те мероприятия, которые мы в дошкольном возрасте посещали. Детской центральной библиотеке, которая отметит в следующем году 35, требуется капитальный ремонт. По словам заведующей, менять надо все – полы, проводку, окна. Это здание жилого дома. Находится наша библиотека с торца этого жилого дома. И в библиотеке уже не было ремонта более 20 лет. Ежегодно нашу библиотеку посещает более 28 тысяч наших читателей. А это примерно где-то половина всего населения Эжвинского района. Библиотека у нас маленькая, уютная. У нас много читателей, много различных мероприятий мы проводим тематических. Администрация района этот вопрос тут же взяла на контроль. Теперь все зависит от бюджета, который как раз сегодня формируется, подчеркнул Александр Калинин. Сегодня из приоритетных задач обновление Эжвы к юбилею. Это и ремонт дорог, прежде всего набережной и Слободской улиц, и благоустройство в рамках проекта «Комфортная городская среда». Уже поступили, кроме Эжвы-Коми, уже поступили обращения по общественным территориям. Это Слободская площадь, где не хватает освещения. В рамках этого же мероприятия уже поступило от Центра коми-культуры закончить тот бульвар, который есть возле Центра коми-культуры, и так далее. Да? Все эти предложения будут учтены. Кстати, на время Эжва-Коми остались, можно сказать, без головы. По словам Алексея Габова, одновременно руководить представительством и в целом республиканским коми-войтером задача не из легких. Поэтому от районного поста он отказался. Имя своего преемника до выборов озвучивать не стал, но пожелал ему смелости и удачи. Самое главное, Главное, чтобы было внутреннее желание. Тогда все сможешь сделать. Нужно уметь находить компромисс. Ведь никогда не бывает так, что все хорошо. И всегда человека волнуют какие-то проблемы. Желаю, чтобы при совместной работе с администрацией, министерствами всегда находили общий язык в решении проблем. Максимально видеть проблему населения, не бояться поднимать их и решать совместно с заинтересованными структурами. И, конечно же, одной из главных задач активистов Эжвы остается развитие родного языка и культуры. В этом вопросе они намерены плотно работать с молодежью. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.